Agaliyev. Born in 1937 in Kizlarvat, Agaliyev went on to become an active participant in the political life of Turkmenistan. After becoming a history PhD candidate at the Academy of Social Sciences of Central Committee of the Communist Party, Agaliyev went on to occupy high posts within the political ranks of Turkmen SSR and later independent Turkmenistan. Agaliyev was a member of the Journalist Union of Turkmenistan and worked in the newspaper Diyar for many years. A friend to Bayramov since childhood, he is also the author of the artist's biography titled Fate Cannot Be Chosen. This interview was conducted in 2015. Kurban Khaliyevich Agaliyev passed away in Ashgabat on October 27, 2017. Дурды Байрамов как художник, как портретист, это уникальный. Его наставником был знаменитый художник, академик, народный художник СССР Изат Клычев. Так вот, он, Изат Клычев, в своих этих пишет: в силу своего характера, приобретенного мастерства, образа мышления и психологии, Дурды Байрамов прирожденный портретист. На мой взгляд, он пишет, в сегодняшнем туркменском искусстве вряд ли найдется другой художник-портретист такой выразительности, силы и мастерства, как Дурды Байрамов. Интересно, а как сам Дурды считает профессию художника? Сам он художник, вот он говорит, у него появилась статья советской культуры в 1982 году, статья называется «Дорога к океану». Да? Он пишет, для него слово «художник» – это синоним человеческого совершенства, нравственного в первую очередь. Художник тот, кто все свое время, весь свой труд и талант отдает людям, чтобы помочь им бороться со злом. Отдает всего себя, ничего не требуя взамен. Вот какой высокий нравственное требование у Дурды к самому себе. И когда Дурды Байрамов устраивал персональную выставку в Москве, по сути дела, собирали все учителя его, все, и они высоко отзывались. Вот интересно в этой связи на одной из выставки в Москве, персональной выставки Дурды Байрамова, где я сам тоже присутствовал, председатель Союза художников СССР Пономарев назвал выставку большим и настоящим праздником туркменского изобразительного искусства. Вот в свете тех разговоров, которые ведутся сегодня о пропаганде культурного наследия, вот такие высказывания как раз соответствуют то, что сегодня президент даже говорит, что надо пропагандировать культурное достояние. Дурды пропагандировал его еще тогда, и вот так большие люди отзывались о его творчестве. Вот Пономарев говорит, что Дурды Байрамов был добросовестным представителем Туркменской национальной школы живописи. Представляете? На союзном уровне вот такой отзыв. Или вот его учитель, тоже академик, секретарь Союза писателей Союза художников СССР, Мачальский. Вот он пишет об этой выставке. Ну, уже не об этой, а о другой выставке, которую он начал. Выставка оказалась яркая, насыщенная, интересной. В ней отражено главное для мастера кисти – народность, активной жизненной позиции. И проявляется это в том, что Дурды Байрамов в своем творчестве часто и умело обращается к портрету
стремится к высокой духовности своих произведений. Вот я привожу эти слова для чего? Для того, чтобы показать величие нашего туркменского художника. Получить такие отзывы, наверное, мечтает каждый творческий человек, причем таких людей. Дурды Байрамов очень внимательно относился к мнению людей. Для него это было очень важно. После выставок, когда люди писали вот книги отзывов его, он читал, ну, сказать, что наслаждался, это сказать ничего. Для него было это приятно, это была его жизнь. И причем он всегда говорил, пусть будет разные мнения, для меня важно мнение. А вот, как пишет наш известный кинорежиссер, наш лауреат Государственной премии СССР Хаджикулин Арлиев. Вот он так выразил свое отношение к творчеству художника. Мне кажется, очень тепло и емко. Вот он пишет: Дурдыджан, если смотреть твоими глазами и сердцем, то Туркменистан, его природа, люди так красивы, что сердце наполняется радостью, желая долгих лет жизни, успехов и здоровья. Я хочу просто подчеркнуть здесь, что Хаджикулин Арлиев и Дурды Байрамов были очень близкими друзьями. Мало того, что они земляками, оба кизларватцы, так, они находили большое удовлетворение от общения друг с другом. Важно для художника, как отзываются его коллеги. А еще важно, как отзывается о нем друг, с которым вместе жил в детдоме. Таким был Шаджан Акмухамедов, очень известный художник. Вот он пишет о его жизни, речь идет о Дурды Байрамове, Шаджан пишет: и бурной творческой деятельности можно написать целый роман. Выставка поражает своей масштабностью. Замечательная галерея портретов. Проходя мимо портрета Якуба Ага, Худайберды Дурдыева, Изата Клычу, я вдруг ощутил необъяснимое состояние души. Я остановился напротив портрета Изата Назаровича и, пристально вглядываясь в незнакомые черты великого мастера, почувствовал, что мы мысленно беседуем. Невероятно, но это было. В этом заключается магия великого настоящего мастера. И за это огромное спасибо мастеру Дурды Байрамову. Не уставай, брат. Такое мнение профессионального художника, прекрасно разбирающегося во всех тонкостях изобразительного искусства, мирового и туркменского изобразительного, объективно оценившего труд своего друга, своего детдомовца, своего коллеги, успехом которого он никогда не завидовал. Не завидовал. Вместе трудились. Я хочу сказать, что творчество Дурды Байрамова – это оптимистическая песня. По сути дела, это история жизни нашей страны. Это история жизни туркменского народа. История жизни без прикрас, с тяжелыми сторонами, светлыми сторонами. Мы должны уважать его труд. Потому что в его труде это история Туркменистана, который сегодня достиг вершин цивилизации и прогресса. Сегодня много делается для того, чтобы туркменское изобразительное искусство расцветало еще больше. Президент страны говорит, что надо пропагандировать известных людей нашей страны, сделавших очень многое для расцвета страны, сделавших многое, чтобы
чтобы Туркменистан был сегодня таким, какой он есть. Равноправным, авторитетным партнером в мировом сообществе. Работа «Арбузы» Дурдубайрамов подарил первый раз. С этой картины начиналась малая галерея, картинная галерея Дурдубайрамова в нашей семье. Throughout their friendship, Durdi Bayramov created 3 portraits of Kurban Agaliyev. Bayramov painted this portrait of Kurban Agaliyev in 2003. It is currently stored at the Bayramov Museum in Toronto. With time, he painted portraits of members of the Agaliyev family, his wife Rosa, his daughter Jahan, granddaughter Jeren, Bayramov even painted Kurban's father Khali from the only picture they had left of him. Когда картина «Мать пропала», Дурдубайрамов очень переживал, и чтобы осталось в памяти, из слайдов нарисовал вот портрет ее, сказал, что здесь, в этой комнате, ее портрет был здесь. Написал, когда мне было 50 лет, и он подарил мне эту. И в этой же картине он обязательно вот маму, мою маму там же сделал, вместе с мамой получил. This portrait of Kurban Agaliyev was created in 1987. It is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto.